340 миллионов рублей общая стоимость тепличного проекта «Кындык Агро». Из них 250 миллионов рублей получено в рамках российской инвестпрограммы. Остальная сумма – это собственные средства предпринимателей. Объект построен по самым современным технологиям – от отопления до вентиляции. Осмотрев теплицу, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Пристансков отметил, что Российская Федерация впредь будет поддерживать подобного рода проекты в Абхазии. Та площадка, где мы сейчас находимся, конечно, произвела серьезное впечатление. Это успешный пример реализации той инвестиционной программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, которая между нашими странами сейчас присутствует. Как я понимаю, вот со слов представителей завода, это полностью автоматизированная территория, требующая при этом минимум человеческого ресурса, но около 50 человек будет в постоянном режиме обслуживать его. И, конечно, вот, это достаточно масштабная работа, и правильно, что заработала очень успешно совместная наша программа поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Более того, я скажу, что в Российской Федерации мы, в свою очередь, сняли ограничения на участие иностранных лиц в уставном капитале предприятий среднего и малого бизнеса. Соответственно, любой иностранный гражданин, в том числе и гражданин Республики Абхазия, будет пользоваться наравне с россиянами теми же самыми правами и доступом к механизмам государственной поддержки, которые есть для россиян. Тепличный проект «Кындык Агро» рассчитан на более чем 50 рабочих мест. Заработная плата сотрудников в пределах 25 тысяч рублей. Объект находится на стадии завершения. В данный момент идут монтажные работы. Это будет самый большой тепличный комплекс в Абхазии, где выращивают огурцы и помидоры. Это один из проектов, который был поддержан как раз-таки на площадке 7-го экономического форума. Было подписано соответствующее инвестиционное соглашение о начале финансирования. Сегодня мы видим хорошие результаты этой работы в течение года. Практически уже комплекс готов к началу работы. Осталось только осуществить посадочные мероприятия, которые пройдут уже буквально в течение ближайших недель. Реализация этого проекта даст возможность создания новых дополнительных рабочих мест. Порядка 60 рабочих мест у нас появится. И объемы производства и соответствующие налоговые отчисления будут существенным показателем для пополнения бюджета Ачимчирского района и для республики в целом. Использование для обогрева теплиц термальных источников, которых немало в селе, позволяет заметно сократить себестоимость выращиваемых овощей. В год планируется выращивать до 2000 тонн помидоров и огурцов. Это предприятие одно из крупнейших в рамках этой программы в Ачимчирском районе, одно из крупнейших, да и в целом по программе. Наши гости, которых мы сегодня сюда привезли, это предприятие им очень понравилось. Особенно они обратили внимание на то, что это предприятие работает на наших природных источниках, горячих источниках, которые позволяют минимизировать затраты на электроэнергию и отапливать это предприятие за счет природных ресурсов. В целом оценивают наши гости позитивно эту программу, ее результаты. Я думаю, что по тем договоренностям, которые у нас есть, мы будем продолжать эту программу, преодолевая те трудности и препятствия, которые существуют. На территории в 4000 гектаров высадит почти 95 тысяч саженцев. 3000 гектаров рассчитаны на выращивание томатов, оставшиеся 1000 под посадку огурцов. Данный проект рассчитан на экспорт. Готовности уже 90%, 18 будет посадка, таким расчетом. А дальше будем вывозить в Краснодарский край краснодарские овощи. Мы контракт заключили с ними, и через них магнитум поставлять будем. Уже через несколько недель начнется первая посадка саженцев в теплице. Первая партия овощей поступит на прилавки местного рынка уже в феврале следующего года. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.